Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Дорогие мои зрители, гости, подписчики, всех вас хочу поблагодарить за ваши лайки, хорошие добрые комментарии, за вашу поддержку, за ваши просмотры. Земной вам поклон! Давайте сегодня сделаем отсыпочку на такую тему. Любит, но молчит. Есть ли такой человек в вашей жизни? Что это за человек? Почему он молчит? Будет ли он открывать свои чувства вам? Будет ли он действовать в вашу сторону? Загадайте, пожалуйста, на себя. И давайте посмотрим, кто любит, но при этом молчит. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Боже, какая вы шикарная! Какая же вы шикарная женщина! Вот кто зашел на мою отсыпку? Честно, преклоняюсь. Я давно не видела такой красоты. Смотрите, как статуэточка. Статуэточка стоит. Здесь у вас луна и по правую сторону, и по левую сторону. И клевер вышел. Клевер. Фартовая, счастливая. Корона, корона. Знаете, у вас корона в голове, но она на вас не надета. Либо вы ее на себя не надеваете. Ах, мои хорошие. Вы уважаемый человек, либо уважаемым человеком обязательно станете. Вы настолько скромный человек. Вот то, что вам положено, да, то, кем вы являетесь, вы этого стесняетесь или этого не афишируете. Вы корону на себя не одеваете, а она ведь ваша. Вы коронованная особа, высшие. Смотрите, в какой огромной красивой короне вас показали. Женщина на миллион. На миллион. Красота у вас очень необычная. Вы отличаетесь от этих стандартных красавиц из журнала, телевизора. Вы настолько естественная, настолько природная. И вот запах кожи у вас какой-то специфический. В плане, не знаю, от кого-то пахнет ягодкой, от кого-то пахнет, возможно, какими-то экзотическими цветами. Да? Вот сама кожа по себе пахнет как-то необычно, то ли вкусно, то ли очень как-то романтично, да, вот цветы, например, да, какие-нибудь необычные, экзотические. Есть такое, возможно, вам кто-то об этом говорил. Либо, когда вы подушитесь духами, у нас же всегда на коже происходят химические реакции. Вот на одной женщине духи пахнут стандартно, а на вас они как-то необычно пахнут. И прям все спрашивают: а что за духи, что за духи? А чем ты таким пользуешься? Боже, запах пьянящий, с ума сводящий. Такая идет информация о вас. Ой, как же вы хороши, как же вы хороши. Вас любят двое, два человека, видите, два мужичка. С правой стороны и с левой стороны. Но и один, и другой рядом с вами не находятся. Понимаете? Но с правой стороны, я так понимаю, что это ваш будущий мужчина. Будущий. Либо настоящий, но вы как в разлуке находитесь. Да? Может быть, между вами сейчас расстояние, дистанция. А этот по левую сторону был в вашей жизни. Шанс у него был быть с вами, быть счастливым, любить вас всю жизнь и быть любимым вами. Но он упустил этот шанс по глупости, по дурости. И вообще здесь какая-то змеюка его как укусила, охомутала, опутала, утащила в свою берлогу. Почему-то, мне кажется, либо разбили ваши отношения, соперница, да, появилась, либо какая-то вот прям выскочила и увела, прям из-под носа как будто бы увела. Тут еще мышь такая на длинных ногах вышла. Возможно, очень некрасиво вы расстались. Вообще уходил как вор, да? Втихую уходил.
либо даже что-то мог ваше забрать. Может, там вам денег должен, да? Попросил, говорит, отдам. А тут раз и испарился. Как попортил, как украл. Такое вышло. Этот мужчина, ваш бывший, который сейчас любит и молчит, он ведь не сразу вас полюбил. Он вас полюбил, когда потерял. Понимаете? Вот с задним умом до него дошло. Боже мой, это ж такая женщина была. Ай. И вот он думал о вас, вспоминал, прокручивал все моменты, которые между вами были. И влюбился в вас, девочки, на расстоянии. Уже, да, прошло какое-то время, а он влюбился. Влюбился и мучается сейчас. Мучается. Очень мучается. Он, кстати, о вас многое знает. Он с кем-то общается из тех, кто рядом с вами живет, либо работает вместе с вами. Может быть, даже с какими-то вашими соседями диалог поддерживает. Он постоянно интересуется вашей жизнью. Постоянно. И главный вопрос, который его постоянно мучает, это есть ли у вас кто другой, да, появился ли кто другой. А если есть кто другой, то он прям боится услышать, что у вас все хорошо, что вы счастливая. Вот чего он боится. Но у него не будет шанса назад в вашу жизнь вернуться. Даже если придет, на колени упадет, вы не примете, не простите. Вы такая. Вы не станете в одну и ту же воду заходить дважды. Да и обидел он вас очень сильно. У вас уже к этому мужчине все давно отболело. В плане там чувств, эмоций. Вы как абсолютно равнодушная к нему стали. Абсолютно равнодушная. Знаете, как воспоминание, просто воспоминание, как будто бы это с кем-то было, не с вами. А вот вы для него любовь всей его жизни. Ну, вот так высшие силы наказали его за его же глупость, за его же подлость, за его же предательство. Они подарили ему любовь, самое прекрасное чувство в мире, но лишили его возможности эту любовь реализовать. Вот так вот, мои милые. Так, мужчина по правую сторону. Девчонки, либо вы сейчас в отношениях, да, может быть, у вас отношения начались, только вот начались, может быть, в интернете с кем-то переписываетесь, либо у вас сейчас с этим человеком как разлад, размолвка произошли. Вы как отдалились друг от друга, но при этом еще как вместе числитесь. Да? Почему молчит и не признается в чувствах? Ну, у кого-то это слишком рано, да, он боится просто вас вспугнуть. Вы там знакомы 3 дня, он тут сразу вам, да, я люблю, не могу, все, ты моя. Боится вам об этом сказать. А у кого-то отыграет, что мужчина вот прям такой противный, да еще и с какими-то комплексами. Может быть, его кто-то там, знаете, как мозги промыл, что типа женщинам нельзя признаваться, ты что, там веревки будет вить, на шею залезет, да, ножки свесит, ты что, там молчи. Знаете, советчики всякие такие бывают. У мужчины шапка шута, клоуна. Да, ну, дурацкое поведение. Понятно, что если взрослый, половозрелый мужчина боится сказать о своих чувствах, но поверьте, это что-то нездоровое, либо очень-очень глупое. Вот, поэтому дурачком показали, шутом показали. Девочки, вот этот вам точно признается, но время немножечко нужно ему дать. Дать время. Вот это вас 100% спровоцирует страх. Страх, вызванный ревностью, потому что я ее теряю, боже, она такая красавица, ой, ее такие мужики окружают, боже мой, уведут, украдут, увезут. Надо срочно хватать в охапку и куда? В ЗАГС ее тащить. Жениться, надо срочно жениться. Этот мужчина вам 100% признается, но немножко попозже. Да, снимет этот колпачок шута, поумнеет, да, макушку почешет, скажет: о, потеряю. И если я буду мяться, молчать, конфузиться, я точно ее потеряю. Уведут, заберут. Мужиков полно, она красивая, она умная, она состоявшаяся, она личность, да, не тень, а личность. Уведут, пить дать уведут. И вот прям
наберется смелости, может быть, даже выпьет для храбрости, и вам как на духу признается. Причем в какой-то очень, как бы сказать это правильно, чтобы вас не напугать, в очень необычной форме, либо в очень необычном месте, либо в очень необычное время. Ну, прям выпалит все. Вы прям обалдеете. Удивит так удивит. Вот серьезно. Какое-то место, либо время он не очень удачно выберет для своих признаний. С одной стороны, да, приятно, с другой стороны, ну, как-то неудобно, да. Не там мы находимся, либо не тем мы занимаемся, чтобы ты мне признавался в своих чувствах. Так, и еще момент. Девочки, по поводу вашего фарта. У вас с левой стороны это вышло. Кто-то из вас, наоборот, считает, что вы невезучая, там, и в лотерею вы не выигрываете, и всегда там последняя, предпоследняя в очереди оказываетесь, когда блага раздают. Смотрите, вам фарт идет только в благих для вас ситуациях. То есть то, что для вас действительно полезно, важно и нужно, там вам всегда везет. А то, что может пагубно сказаться на вас, то, что может быть источником неприятностей в будущем, то вам не дается. Есть такой продуманный фарт, продуманное везение. Только благое к вам приходит. Ну, вы просто посидите и подумайте, вот когда вам последний раз везло, и что это было? Да? Что это хорошее было, позитивное, либо наоборот пустое. Вы, когда повспоминаете, вы удивитесь, поймете, о чем я говорю. То, что вам полезно, вот там вам везет. То, что для вас пустое, либо наоборот вредное, там вам прямо закрывают, да? Чтобы поменьше было неприятностей. Так, еще. Вас кто-то из родственников очень любит. С этим родственником у вас очень плохие отношения. Ну прям очень. Вы либо постоянно ругаетесь, либо очень сильно разругались в прошлом. Человек вас очень-очень любит. Очень человек сожалеет, что вы рассорились. Чувствует свою вину очень сильно. Но, понимаете, гордый очень человек. Гордый. Либо вы где-то палку перегнули. Чем-то мне прям показали гордость как занозу, которая не позволяет вам договориться, помириться. Если вы понимаете, о ком я говорю, сделайте милость. Сделайте первый шаг, либо дайте намек этому человеку, что вы остыли, что вы хотели бы помириться и восстановиться в отношениях. Но человек вас очень любит. Ну, прям родственник, кровинушка. Либо, может быть, как там, дальний даже родственник, может быть, да? Потом, прабабушка. Либо, может быть, там со стороны, да, папы, либо мамы человечек. Может быть и брат, и сестра, понимаете, младшие. Может быть кто-то из даже детей. Да, есть такое, когда люди ругаются, ссорятся, а потом из-за противности, из-за гордости помириться не могут. Я вижу, что с вашей стороны должен пойти маячок, либо движение вот к этому примирению, к дружбе, к восстановлению. И после этого движения все наладится. Все наладится. Поверьте, там человека локти себе кусает. Почему вы так поругались, да? На пустом месте, возможно, поругались. Либо слишком раздутый этот скандал получился. Там, как бы причина того не стоила. Но вот гордость не позволяет человеку сделать первый шаг. Человеку очень плохо без вас. Он гораздо хуже, чем вам. Я вижу, что и вы скучаете, страдаете без этого человека. Но вы ведь тоже гордая. Что тут греха таить, это я вижу. Примирение здесь возможно. Правда, в левой стороне вышло. То есть усилия нужно приложить, да? А вам нужно усилия приложить. По крайней мере, дать этот сигнал, что окей, я уже остыла, подходи, приближайся, готова тебя выслушать. Так, еще из важного. На работе вас кто-то любит, вот из руководства, из начальства. Смотрите, видите эту лошадку? Толстая лошадка. Значит, человечек высокую должность занимает. Очень вас любит, ценит, уважает, но при этом никогда об этом не говорит. Наоборот, может еще и критиковать, и, знаете, как топить вас может. С одной стороны, человек очень рад, что вы сотрудничаете, да, либо под его началом ходите.
А с другой стороны, вас этот человек очень побаивается. Побаивается вашего острого ума, ваших способностей, ваших умений, вашего профессионализма и такого железобетонного характера. Вот этого побаивается. Но это человек без вас как без рук, чтобы вы понимали. Как бы там человек вас ни критиковал, что бы там ни говорил, как без рук. Вы, когда уходите в отпуск, либо по своим делам отгул берете, либо больничную, если происходит у вас, ой, человек прям страдает по вам. Любит именно как начальник. Но, к сожалению, не скажет. В ближайшее время точно не скажет. Может быть, когда-нибудь там потом, допустим, человек будет выходить на пенсию, признается. Либо вы, может быть, работу смените, и вам в этот момент этот человек признается, что вас любит именно как сотрудника, что вы самый лучший сотрудник в его компании, либо под его началом. Вас очень удивит эта ситуация, ведь от этого человека вы совсем не ждете. Совсем не ждете. Вас вообще от этого человека шарахает, как от электричества. Вот подумайте, с кем у вас такие напряженные отношения. Это он, либо она. Так, еще кто любит и молчит. Ну, у кого-то животные есть. Животные. Вот вышли животные. Либо у вас одно животное, либо у вас несколько животных. Понятно, что разные люди меня смотрят. Но мне прямо идет животные. Животные. Любят вас очень сильно. Ну, понятно, молчат. Животные говорить не могут. Поэтому и молчат. Вы добрый человек, душа у вас добрая, энергетика у вас прям такая мощная, теплая, искрится у вас энергетика. Вас многие любят, очень многие. Кстати, знаковый человек в судьбах других людей, чтобы вы про себя знали и понимали. Кому-то поможете делом, кому-то поможете словом, кого-то вдохновите, да, своим примером. Равнодушных людей нет, абсолютно нет. Есть, конечно, и завистники, есть и конкуренты, но хороших людей гораздо больше в вашем окружении, гораздо больше. Я вам еще такую вещь скажу, вот как мне идет по ощущениям, что у вас в семье был такой человечек, вот прям как святая душа, и вы как наследуете этого человека. Наследуете. Может быть, какой-то просветленный человек был, человек, который добром наполнял все везде, там, за семью молился. Может быть, там, не знаю, доктор такой хороший был, людей спасал. Может быть, монах, либо целитель, целительница. Вы вот наследие что-то несете, светлой души наследие несете. Нет, вас нельзя не любить. Вас очень многие люди любят. Да, не всегда об этом говорят. Но у нас как-то и не принято, наверное, говорить о своих чувствах. Мы этого стесняемся. Вот. Ну, чтобы вы знали для себя, необычный вы человек. Корона, понимаете, корона над вами. Так, мои хорошие, живите и радуйтесь. Знайте, что у вас корона над головой. И вы очень благой человек. Любовь ваша вот с этим мужчиной, который у вас по правую сторону вышел, она будет взаимная и очень счастливая. И даже если сейчас не ладится, поверьте, все устаканится. Вы с этим человеком друг другу по судьбе. Вот, чтобы вы понимали. Он вам признается, а вы ему взаимностью ответите. И у вас все с ним сложится самым лучшим образом. Так, мои хорошие, на этом все. Спасибо за внимание. Всем пока-пока.